Осень – самое красивое время года и самая щедрая пора. Она дарит нам богатый урожай и доверху наполняет закрома дивным изобилием ягод, овощей и фруктов. В их числе картофель, который не зря называют вторым хлебом. У башкирского народа к нему особенное отношение, поэтому время уборки урожая картофеля обычно превращалось в настоящий праздник. Чтобы напомнить о них, Зульфия и Радик Латыповы, участники фольклорного коллектива «Хазина», пригласили коллег в огород на совместную уборку картофеля. Этот народный обряд называется «Картофельный субботник». Присоединяйтесь к нам, и вы узнаете, как весело можно провести время, работая в огороде. Сюда, девчонки. Девчонки, смотрите, Сария на работу идет, разоделась, словно на праздник собралась. Вот озорница, наверное, опять что-нибудь выдумала. Приплясывая да припевая, иду на субботник. Итка хисте исем китмей, картук менен жить итем. А вот и парни появились. Koyaş nuru bulmahatam allanıp durmadığını, Koyaş nuru bulmahatam allanıp durmadığını, Herden başka dünya şulay maturda bulmadığını, Herden başka dünya şulay maturda bulmadığını. Ребята, сюда! От нас настроение, от вас сила до упорства. Не волнуйтесь, за нами не заржавеет. Спасибо, что не отказали. Бог в помощь. На Бога уповай, а без дела не бывай. Начнем делать – сделаем. Ну, взялись дружно, покажем, как нужно. Ах, хороша картошка, ох, хороша. С легкой руки, с молитвой на устах, да с лопатой в руках. С легкой ноги да с надеждой на богатый урожай достаток в воздухе не вьется, он трудом дается. Лес как терем золотистый, золотисто-золотой. Осень тихую походкой заступает в терем свой. Ох и шустрая эта осень. Не успеешь оглянуться, как она опять стоит у порога. Нарядно одетая, богато убранная, празднично настроенная. Ашлығы уңған, емеші молдан, бәрәңгі уңған, буралар тулған. Звучат присказки об осени. Хозяйка дома приглашает гостью пройти в сад. Пока они работают, я покажу вам свой сад. Здесь у меня перцы дозревают. Это горькие, а это сладкие перцы. Урожай-то хорош. Это семена соседки Нафисы дают такие крупные плоды.
Бында кишердәр үскән. Здесь морковь растет. Да уж, удалась так удалась. Надо же, грядка у тебя маленькая, а урожай большой. И не говори. Как солнце ясное сияют осенние цветы, такие яркие, такие насыщенные, такие неповторимые. Здравствуйте, здравствуйте, соседи дорогие. Здравствуйте, дорогие мои. Хлеб вам да соль, счастье и благополучие. Спасибо на добром слове. Кто любит трудиться, тому дома не сидится. Вот и мы, дорогая соседушка, решили присоединиться к общему делу. Пришли покопать, грусть печаль разогнать. Молодцы, пошли в огород, покажу, какая славная в этом году картошка уродилась. И по доброй башкирской традиции каждому отдам его добрососедскую долю. Вот спасибо. Ешь картошку и хлеб, проживешь до 100 лет. Какая славная. Какая крупная. Если картошка тучная, то и уборка не скучная. На Руси без картошки, что гулянка без гармошки. Может, споем и спляшем в ее честь? Самаурым кайнап сыкты, кайын булгас күмере. Безне хөрмәт иткәндәрнең озын булһын гомере. Амин. Шулай булсын. Хәерле сәгатьтә. Шәп булды бәрәңге уңышы. Әллә шул бәрәңгене мактап, йырлап та ибәрәбезме? Әйдә. Бакмак итеп тора, яшьмилендә. Бабаларда һине бәйтә. Что копали из земли, жарили, варили, что в зале мы испекли, ели да хвалили. Картошку, ее родимую. Бына мин күршемә ярдәмгә тип,
Я в помощь соседке молодую картошку отварила. Красивая и вкусная, наверное. Қалай матур. Мин ит менен. Я приготовила башкирский бәлеш с мясом и картофелем. Мин бәрәңгенән. А я кыстыбы с картофельной начинкой. Спасибо, соседушки, дай бог всегда так жить, помогая друг другу. Шулай, бик яхшы. Вот соседи так соседи. Яшәү сығанағы құяш нұрын, ер йылыһын һаҡлап үҙендә, күкрәктәргә терәп киҫер икмәк, һәм бәрәңге тора түрендә. Кызлар. Загадаю-ка я вам одну загадку. Сәскәһе ағасы. На ветвях цветы, в корнях плоды. Что это? Правильно, Азамат, яблек. Афарин. Бына бит. В этой загадке обычную картошку приравняли к сладкому яблоку. Не только у нас, но и во многих других странах картошку называли яблоком и сравнивали с яблоком. Аны алмаға тиңләгәндән. Халыҡ дауаһында бәрәңгенең файдаһы ифрат күп. Бәрәңгенең Потому что польза от нее большая. Например, свежевыжатый сок картофеля полезен для желудка. Прорастающие из нее корешки заживляют раны. Бәрәңге бауы Картофельный пар расчищает органы дыхания. юлдарын давалаудан файдалы. Бына бит ҡарағыҙ әле өҫтәлебеҙгә. Посмотрите на щедрый хозяйский стол, он ломится от разных блюд. Өмәсе ҡыҙҙарыбыҙ өҫтәлде шул тиклем матур итеп йыйғандар. Өҫтәл тулып тора аш-һыу менән. Не зря даже в книгах пишут, что из картофеля можно приготовить 120 блюд. 120 төрлө аш-һыу әҙерләп була. Ҡарағыҙ әле. 120 – это же очень много. Йән тыныслығы тигән. В старину говорили, что самое ценное в жизни – спокойствие в душе и мир на земле. Я счастлива еще и тем, что рядом со мной живут люди, готовые помочь и поддержать. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Как же без вас? Добрый урожай требует доброй уборки с добрыми людьми. Этому учит башкирская народная традиция – любую работу выполнять вместе, потому что соседское братство дороже всякого богатства. Хөрмәтле йорт хуҗалары, ошулай безне өмәгә йыйганыгыз өчен зур рәхмәт. Дөньягыз матур, гөрләп тора, гөл сәскәгә күмелгән баксагыз. Ашыгыз ашын бураннан, малыгыз ашын кураннан. Правильно, в одиночку не одолеешь и кочку, а если вместе, то любая работа легкой покажется, и радость принесет, и жизнь наполнит добрым общением. Спасибо, что собрали всех нас, что напомнили о радости коллективного труда. Бергә яшәргә язын. Бергә тату, бәрәкәтле менән яшәргә язын.